Так тепло и радушно команду Удмуртии встретили около водяной мельницы в деревне Турунгурт, которая вошла в топ-100 достопримечательностей проекта Даур. Турунгурская водяная мельница единственная в республике действующая. Рассказывают, что вот со всех деревень приезжали и ночевали, и неделями здесь жили. Мельница стоит на краю деревни на берегу пруда около 100 лет. Высокие бревенчатые стены, маленькие окошки и плотина, с которой открывается живописный вид на водоем и лебедей. Во время нашего путешествия по Удмуртии мы заехали в дом-музей поэта, национального и общественного деятеля Кузибая Герда. Наш музей состоит из 4 залов. Каждый зал, он непосредственно связан с Кузибаем Гердом. Тот же самый зал, который посвящен жизни и творчеству Кузибая Герда, рассказывает о его тяжелом, нелегком жизненном пути. В 20-е годы прошлого века в этом здании поэт вместе со своей женой вел уроки. Я за такими партами еще училась, но уже они мне маловаты. Но можно прямо в 1 класс. Воссоздана крестьянская изба семьи Чайниковых, место, где родился, вырос и жил деятель некоторое время. Мама поэта с ранних лет прививала сыновьям навыки ведения хозяйства. Уже 8 лет Кузибай Герд мог ткать вот на таком станке. Вы сами можете приехать и попробовать. Еще о жизни поэта можно узнать в здании волосного правления конца XIX века в исторической части села Вовош. Примечательно это здание тем, что в его коридорах снимали фильм, посвященный Кузибаю Герду. Первый этаж, как мы видим, каменный, второй деревянный. Наверху находится небольшой балкон, с которого земской начальник, когда собиралась волость, объявлял какие-то новости. Следующая остановка в рамках квеста деревня Заглут-Кокся, где нас ждали расписные ворота. Есть как бы белые силы, темные силы. Вот эти означают белые силы, которые приносят дом счастья. Они появились в 2017 году в рамках 10-го международного этнофутуристического симпозиума «Турнопар». Поездка по западной части Удмуртии завершилась визитом в храм Вознесения Господня. Его построили в 1829 году по проекту ижевского зодчего Семена Дудина. Наш храм в Удмуртии называется Светлым, потому что он очень намоленный. И были много чудес, которые происходили в этом храме. Об этих и других чудесах Удмуртии можно узнать в рамках квеста Даур.